Башкорт драма театрының спектаклі алтын битлік бүлегіне тәқдим етілген. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро, это «Уфимский разворот». Пятница, 2 ноября. В студии сегодня Кирилл Матвеев, Елена Черкова, Никита Полянин. За звукорежиссерским пультом нас там веселит за кадром. Трансляция началась на Ютубе и на Фейсбуке. Номер для ваших смс-сообщений +7 927 304 10 51. Можете писать и смски, и я не устаю напоминать, что у нас есть Телеграм свой собственный, поэтому туда тоже можно писать. Мы работаем как обычно. Сначала почитаем прессу печатную и непечатную. Потом послушаем отрывок из программы «Персонально ваш». Вчера у меня в гостях был политолог Николай Евдокимов, и мы с ним разговаривали о том, что ждет республиканские СМИ со сменой власти и с приходом Радия Хабирова в Башкирию. Потом, конечно же, поголосуем, а во второй части программы поговорим с гостем. У нас сегодня депутат Госдумы Российской Федерации от Башкирии Гаджимурад Амаров. Ну а начнем, как обычно, с обзора прессы. Пресса с доставкой на дом. Начну я с новости с портала про Уфу. Путин подписал 2 закона, инициированных Курултаем Башкирии, нашим парламентом. Проекты обоих законов были внесены Госсобранием Башкирии. Первым законом установлена отсрочка налоговых выплат каких-то. Речь идет о праве вычета НДС на товары, работы и услуги, приобретенные за счет бюджетных средств в отношении организаций, реализующих проекты по строительству. В целом это поможет республике сэкономить до 4 миллиардов рублей. Речь идет о строительстве трассы М5 восточного выезда из Уфы. И второй закон, он наделяет глав местных администраций, работающих по контракту, правом инициировать проведение публичных слушаний. То есть до этого они не могли, а теперь смогут. И сейчас как начнут? Да, у нас очень мудрые законотворцы сидят в республике, настолько, что даже Путин лично подписывает их законы. Ну, слушай, недобро пошутил Кирилл. «Медуза» пишет, в Башкирии уволены 3 полицейских начальников, подозреваемых в изнасиловании коллеги. 3 руководителей башкирской полиции, подозреваемые в изнасиловании, уволены. Решение об их увольнении принял глава МВД Башкирии Роман Деев. В качестве причины названа, цитата, «совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции». Конец цитаты. Вот так вот. Изнасиловали втроем одну бедную девочку, и это, оказывается, проступок, порочащий честь, а не что-то другое. МВД Башкирии проведет служебную проверку в подразделениях полиции, где работали подозреваемые, чтобы выявить причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Блин, ну серьезно? В итоге кто-то другой окажется виноват. Конечно. еще. Сейчас в итоге выяснится, что виноват какой-нибудь несчастный следователь, который просто в этот момент мимо проходил. И тут «Медуза» матерился и провоцировал таким образом. Что-то такое. «Медуза» напоминает, что по версии следствия 3 сотрудников полиции в ночь на 30 октября изнасиловали 23-летнюю коллегу, работающую дознавателем в отделе МВД по Уфимскому району. Они задержаны. Кстати, сегодня в Кировском райсуде будет заседание, на котором будут избирать меру пресечения в отношении всех этих сотрудников полиции, доблестных, конечно же. Я еще увидел отрывок репортажа на ВГТРК Башкортостан. Там жена одного из задержанных утверждает, что он дома был. Да, как раз-таки я прямо сейчас хотела об этом сказать. Медиазона написала об этом, тоже со ссылкой на канал «Вести Башкортостан». Жена одного из башкирских полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании, рассказала его алиби. Жена начальника отдела по вопросам миграции Уфимского района Павла Еромчука утверждает, что у ее супруга есть алиби на момент группового изнасилования дознавательницы, в котором его подозревают. Далее цитата. «Я верю своему мужу. В понедельник он был дома вечером в кровати. Он не пришел ночевать, когда его задержали. С 29 на 30 он дома ночевал. Во вторник пришел на работу. Отработав, пришел вечером домой, приходит
выезд в 11 вечера, но у него служба такая. Вчера он не пришел домой, его задержали. Сейчас они находятся в изоляторе, пишет «Медиазона». Вот сам Яремчук и его коллеги Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Это вот который 34-летний, получается. Да. Вчера, кстати, писал телеграм-канал Сергея Доренко, журналист «Говорит Москва», радиостанции, о том, что по его данным, конечно, они, как он пишет, они не проверены, но, возможно, между вот этой девочкой и вот Павлом Яремчуком, которому 34 года, был какой-то там роман. Но это, конечно же, Доренко сам говорит, что информация не проверена. Следующая новость с «Коммерсанта». Мэрия Уфы потратит до 136 миллионов рублей на переселение жителей аварийных домов. Управление капитального строительства администрации Уфы на 3 аукционах 26 ноября намерено заключить с застройщиками договоры о участии в долевом строительстве 69 двухкомнатных квартир площадью от 45 до 47 метров. Там требования к этим квартирам, что обязательно должны быть газовые плиты, побелка, натяжные потолки, вот, и обязательно 69 парковки. Квартир всего. Да. Да? Немного. Расселят немного людей. У меня есть 2 газеты сегодня. Это «Уфимский меридиан» и «Аргументы недели». В «Уфимском меридиане» на первой полосе материал к Рушане Валиевой повернулись все наставники шоу «Голос». И продолжение этого материала на второй полосе. Девочка из Башкирии, 19-летняя Рушана Валиева из села Телбазы, стала участницей шоу «Голос» на Первом канале, и к ней повернулись все наставники. Передача с ее участием вышла в эфир на Первом канале еще 26 октября. Рушана исполнила на слепых прослушиваниях украинскую песню «Пообещай меня» под аккомпанемент гитары ее друга Евгения, который рядом с ней находился на сцене. Сейчас Рушана учится в Москве прикладной математике. О как, девочка-то какая умница. Девушка второй раз участвует в шоу. 5 лет назад она выступила на детском «Голосе» с песней «А знаешь, все еще будет», но тогда никто из наставников не повернулся к ней. Нехорошие люди. Они посоветовали еще раз принять участие в проекте. И далее цитата. «В далеком 2013 году, в последний день приема заявок на «Голос», дети, мы с папой и братом сняли 2 моих первых видеокамеры на телефон, и я с маленькой надеждой отправила свою анкету Первому каналу». Но это тут сама Рушана рассказывает. В этот раз ей удалось развернуть все 4 красных кресла. Наставники похвалили ее за камерную атмосферу, женственность. Девушка растерялась, долго не могла выбрать, в чью команду пойти, даже попросила помощи зала. Как это было интересно, Мне голосование. кажется, там вообще нечего выбирать, там только один нормальный наставник. Я не сидит. ожидала такого, пыталась слушать свое сердце, что оно подскажет. В итоге она пошла к Сергею Шнурову. Да. Это очень правильное решение, наверное. Главное, единственное верное решение. Главное, чтобы она петь не начала песни Сергея Шнурова на Первом канале. Хотя, почему бы и нет, очень даже неплохо. Вчера мы с тобой как раз об этом разговаривали, про Фейса. Надо было сегодня Шнурова поставить. Ну да ладно. Что у тебя еще есть? В Башкирии строители освоили 15 бюджетных миллионов и не сдали жилье для сирот. Это произошло в городе Октябрьск. Забыли. Вот. От одной новости с квартирами к другой. В городской бюджет из республиканского была перечислена сумма 15 миллионов рублей для строительства жилья для детей-сирот. Квартир должно было быть построено 19. Вот строительная компания, как известно, в России взяла деньги и ничего не построила, а сейчас уже денег не хватает на то, чтобы их достроить. Вот, хотя они там врали, что акт приема передачи, в них написано, что 90 или 98% работ выполнен. Хотя, по сути, это неправда. И возбудили уже уголовное дело по статье «Халатность», и вот на халатность будут проверять чиновников городской администрации. Нам на такие случаи, мне кажется, нужно записать какую-нибудь себе отбивочку в духе «Ай, молодцы». Вот прям очень нужна. Аргументы недели. Пора начинать реформы. Экс-кандидат в мэры Уфы о том, как изменить жизнь в городе к лучшему. Общественника, руководителя уфимской турфирмы Камила Сиразиддинова, участника конкурса на замещение должности главы администрации столицы Башкирии, комиссия отсеяла по формальным бюрократическим причинам. Не хватило пары справок. А у предпринимателя есть свой рецепт развития города. Материал Алексея Шушпанова достаточно большой. Тут еще и фотография Камилы Сиразиддинова с Алсу. Очень трогательно. Вот он говорит, экс-кандидат в мэры, следующее. Один градоначальник, даже если 7 пядей во лбу, мало что сделать умным
Так, мало что сделает умными директивами и бесконечными оперативками. Команда инициативных единомышленников в муниципалитете должна опираться на деятельное неравнодушие уфимского сообщества. Кроме того, надо наладить кооперацию с партнерами из продвинутых регионов, использовать их опыт, возможность. С чего начал юный Петр, когда решил реформы начать в Бородатой России? Собрал талантливую молодежь и отправил в Европу. Где брать средства? Это инвестиции со стороны и местные резервы. Они есть, но надо создать условия и дать гарантии. Люди готовы вкладывать, если показать им перспективу и надежность. И тут прям вот очень много про туристический потенциал Уфы. Пока Уфа туристическая, это спящая красавица, считает Камил Серезидинов. Когда мы совсем недавно стали сравнивать ее с Казанью, тут же последовал грозный окрик «не сметь», потому что очень бледно выглядим. Инфраструктура слабая, пробки на дорогах, недоделанные развязки, убогие развалюхи-пазики. Как здесь возить экскурсии? Столько лет ждали аквапарк, получили и забыли. Обрадовались созданию информационно-туристического центра Уфа и тут же разочаровались ни средств, ни полномочий, ни помощи туристам. И подобных проблем у нас множество. Большое достаточно интервью, прям очень много внимания экс-кандидат в мэры уделяет именно развитию туристического кластера в Уфе. Ну, стоит почитать, наверное. Есть еще у тебя что? Да, у меня еще одна новость. Давай. Наверное, 18-й год нам запомнится как год харассментов. Вот. В Уфимском колледже педагог домогался до своих студентов. Он их, напомню, расскажу вкратце, чем раньше, что там было. В общем, колледж информатики и вычислительной техники. Там преподаватель звал к себе домой студенток подучить предмет, и в итоге предлагал им выпить и домогался до них, соответственно. Вот. По делу о домогательствах пишет медиакурсеть, допросит и педагогов, и студентов. Там ранее 15- и 16-летние девочки пожаловались, что он к ним приставал. И как бы увидели, наверное, эту новость, осмелели и еще одни, там еще 2 девушки, уже выпускницы, тоже пожаловались. Обратились следком они, да. Вот. Смотри, такой местный Харви Вайнштейн, да, у нас такого разлива. Ну что, мы будем заканчивать обзор прессы, время подошло к концу, а сейчас предложим вам отрывок из программы «Персональный ваш». Вчера у нас в гостях, я напомню, был политолог Николай Евдокимов, и мы с ним обсуждали, как теперь будут работать государственные и частные СМИ, когда у нас новый временно исполняющий обязанности главы региона. На днях буквально стало известно, что создается у нас акционерное общество Башинформ, которое будет контролировать работу всех государственных СМИ, телеканалов БСТ, в том числе ряда еще предприятий, которые работают со связью и коммуникациями. На ваш взгляд, это все зачем? Зачем контролировать то, что и так работает, и зачем из этого всего создавать какой-то непонятный для многих новый институт? На самом деле, если мы вспомним, Хамитов тоже пытался нечто подобное создать, глобальный институт, да, который контролирует государственные средства массовой информации. На мой взгляд, это не представляет какой-то опасности, если только подобного рода структура не захочет контролировать независимые СМИ. Понятно, что под независимыми СМИ мы понимаем те, которые не зависят от государства. Что касается государственного вот этого холдинга, который создается на базе Башинформа, насколько я понимаю, то я полагаю, что это связано прежде всего с координацией в период избирательной кампании. Собственный пресс-центр. Да, то, что Мурзагулов Ростислав назначен руководителем вот этого института, оно как раз и подтверждает, вероятно, что он, как человек, который имеет опыт ведения избирательных кампаний, будет контролировать работу СМИ в этом отношении. При этом я не думаю, что есть какие-то претензии к работе государственных СМИ. То есть государственные СМИ у нас как освещали точку зрения, которая транслирует власть, так они продолжают ее освещать. То есть, на мой взгляд, они за последние годы сделали существенный шаг вперед в плане профессионализма. Стали дискуссионные площадки какие-то открываться настолько, насколько это возможно в республике в целом. То есть это не идеологическое, а технологическое решение. Ростислав Мурзагулов в 3-й раз возвращается в Башкирию за вот эти годы. Причем предыдущие разы как-то не очень хорошо все заканчивалось, когда он уезжал. Плюс, когда Ради Хабиров встретился с Муртазой Рахимовым вот буквально в первые свои часы пребывания в Башкирии, Рахимов ему сказал: ты только Ростислава с собой не привози. Почему все-таки Ради Хабиров решил забрать Ростислава назад в Башкирию, и почему снова с ним решил работать? Мурзагулов, при всем при том, что это достаточно эпатажный человек, безусловно, но как пиарщик, как специалист по связям с общественностью и как человек, который умеет располагать к себе журналистское сообщество, он, конечно, нужен Радию Хабирову. С другой стороны, можно посмотреть, ведь какие варианты его продолжения карьеры обсуждались в республике, я имею в виду Мурзагулова, и мы видим, что, в общем-то, должность ему выделена специальная, так скажем, должность по работе со СМИ, то есть это не должность, как заместитель, например, руководителя администрации по работе с внутренней политикой, да, который Михайлов занимал, или еще какую-то должность. То есть это довольно узкий сегмент, который важен с точки зрения позиционирования